Хитрая. Ловкая. Выносливая. Способна переносить суровые морозы. Дерзкая. Так как может легко дать отпор волку. И даже нагло отнять добычу у медведя. Этот зверь настолько свирепый и бесстрашный, что практически не чувствует боли, когда дерется за свою добычу. Внешне напоминает маленького медведя, но не медведь. Встречайте. Росомаха. Северный хищник из семейства куньих. Росомаха разделяется на два подвида. Первый обитает в Евразии, а второй в Северной Америке. Этот бесстрашный зверь предпочитает селиться в основном в хвойных лесах и лесотундре. Многие охотники говорят, что росомаха очень осторожное и хитрое животное. Например, опытный охотник знает повадки медведя, волка или лисы, которых можно выследить. А вот росомаху найти довольно сложно или практически невозможно. И случайная встреча с этим свирепым зверем в лесу всегда неожиданность. Росомаха даже наоборот сама выслеживает охотников в тайге, а затем нагло и бесцеремонно ворует попавших в их капканы животных. В древности среди скандинавских племен ходила легенда, что росомаха – это плод дьявольской любви барсука и бурого медведя. В эту старую легенду невольно можно поверить, если посмотришь в карие глаза росомахи, то увидишь в них невероятную медвежью силу и барсучью хитрость. А силы и выносливости у этого северного зверя действительно много, так как даже может легко поднять камень в 2 раза тяжелее ее веса. Росомаха бегает не быстро, даже как-то неуклюже. Но зимой она способна долгое время преследовать молодого лося или оленя, которого загоняет в глубокий сугроб, где животное застревает. Затем мертвой хваткой вгрызается жертве в затылок или шею, пока копытная ослабнет и завалится на бок. Рацион росомахи достаточно разнообразный, которая охотится на маленьких и на довольно крупных животных. Зимой не брезгует падалью и подбирает остатки добычи от других хищников. Росомаха обычно прислушивается к шуму воронов, прилетевших на бесплатный обед, так как обладает отличным слухом и звериным чутьем. Жертвами росомахи еще становятся ослабленные или больные животные.
Ученые считают этого северного хищника отличным чистильщиком, который так же, как и гиены в Африке, освобождает территорию от падали и немощных зверей. Вообще росомаха всеядная, потому что летом, как и бурый медведь, способна питаться ягодами и орехами, а также ловить рыбу в водоемах и охотиться на птиц, разоряя их гнезда. В дикой природе главные враги у росомахи в основном это волки, медведи и рыси, а в Северной Америке еще и пума. Но нападают они на росомаху крайне редко, стараясь обходить ее стороной. Все дело в ее специфическом неприятном запахе, который она выделяет, чтобы метить свою территорию и приманивать особь противоположного пола, а также еще и отпугивать врагов. А вот в холодное и голодное время года серые волки довольно часто дерутся с росомахой за добычу, отнимая в наглую у нее ее обед. Зимой пропитания всегда бывает мало, и волки даже сами пытаются напасть на дерзкую хищницу, не обращая внимания на ее резкий и неприятный запах. Противостояние медведя с росомахой обычно происходит ранней весной, когда косолапый выходит из спячки и голодный начинает охотиться на копытных, так как растительной пищи еще мало. После того, как медведь поймает себе оленя, к нему, как правило, неожиданно приходят незваные гости. Наглая росомаха и вечно голодные волки, которые постоянно пытаются отнять часть его добычи. Все виды рысей всегда пытаются обойти росомаху стороной, если только драка неизбежна, так как брезгуют ее отвратительным запахом, потому что, как все кошки, являются чистюлями. При случайной встрече рысь старается поскорее скрыться от нахальной росомахи, даже если теряет свою добычу, так как знает ее свирепый и агрессивный характер. Росомаха считается хищником-одиночкой, который никогда не сидит на одном месте. Она, как кочевник, способна преодолевать каждый день десятки километров в поисках своей добычи. Постоянного логова нет, только когда самка готовится стать матерью. Хищница сооружает себе что-то вроде медвежьей берлоги, где-нибудь под корнями упавшего дерева или в небольшой пещере. В 20 веке многие считали росомаху вредным и опасным животным, которого нужно непременно уничтожать. Позже зоологи доказали, что росомахи – это настоящие санитары тайги. Они очень полезны и способствуют здоровой экосистеме в северных регионах. Сегодня росомаха внесена в Международную Красную книгу, как вид, вызывающий наименьшие опасения. Но некоторые эксперты говорят, что популяция этих пушистых и загадочных хищников, к сожалению, с каждым годом сокращается.